Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Перспективы транзита. Состоялось заседание рабочей группы по возможному транзиту через территорию Абхазии. В памяти славного сына Кавказа в Агу открыли аудиторию имени героя Абхазии Мусы Шанибова. Новые сведения и факты. В Академии наук прошла лекция о лидере советской Абхазии Несторе Лакопа и судьбе его супруги Сарии. В Сухуми под председательством заместителя руководителя администрации президента Валерия Пабба прошло заседание рабочей группы по возможному транзиту через территорию Абхазии. В рабочую группу входят 15 человек, представители министерств и ведомств, общественных организаций и оппозиции. Рабочая группа по возможному транзиту через территорию Абхазии была создана 28 июня прошлого года. Ее главная задача – изучить возможности перевозки грузов как через российско-абхазскую границу, так и через границу с Грузией. Рабочая группа заседала без участия журналистов, однако по завершению участники рассказали о содержании встречи. То, что в нашу компетенцию вопросы входили, мы их рассмотрели, и транзит, мы опять еще раз подтвердили, что транзит через Абхазию мы все согласны, что транзит грузов из третьих стран, чтобы через территорию Абхазии проходил. Просто рассматривалось, да. В будущем, если в Россию будут идти грузы какие-то, то что мы не против для того, чтобы эти грузы проходить через территорию Абхазии. Через территорию Грузии, потом с этого у нас запрета нет, он как бы был этот транзит, существует, и он действует до сих пор. Член рабочей группы Тимур Надараев заявил, что он является единственным оппозиционером в составе рабочей группы и согласен с ее выводами относительно необходимости транзита из Грузии. При этом он подчеркнул, что в компетенцию рабочей группы не входит формирование перечня дополнительной продукции, и тут же выразил свое личное мнение по этой теме. Я лично высказал свое мнение категорически. Я единственный, который представлял здесь оппозицию, который входит в комиссию от имени оппозиции, категорически против того распоряжения, которое сделал президент, внеся поправки в распоряжение президента Сергея Васильевича Багапча 2007 года о запрете торговли с Грузией. В рамках транзита мы не возражаем через территорию Абхазии, чтобы товары уходили в Российскую Федерацию или в Турцию, или из Турции обратно, или в Грузию. То есть, чтобы Абхазия как транзитная страна зарабатывала на этом, потому что есть таможенное сопровождение этих грузов, и Абхазия может заработать. Мы не против этого, но мы категорически против, когда наши таможенные органы будут оформлять товарные партии не в частных, не в личных, за все это время в целях личных перевозились какие-то товары, да? А здесь идет, говорится о том, что можно там, до 600 тысяч рублей частным предпринимателям завозить товары из Грузии. Мы категорически против этого. Глава администрации Галского района Константин Пилия не согласился с Тимуром Надараем. По его словам, утвержден дополнительный перечень продукции, которую можно будет провозить транзитом или на внутренний рынок Абхазии. Пилия считает, что товары, пересекающие границу, должны оформляться в соответствии с таможенным законодательством нашей страны. Дело в том, что транзит, о котором говорит, что Тимур Хутович Добро, значит, России с Грузией можно иметь отношения и пополнять грузинский бюджет через Россию, а мы, имеется в виду, пополняем военно-промышленный комплекс. Совершенно не так, наше мнение совершенно иное. Мы считаем, что для граждан, для жителей Республики Абхазии, мы считаем, что можно было, сейчас до этого была ручная кладь, что можно было уже пронести тот или иной товар сельхоззначения в объеме. Не с государством Грузии, не с правительством Грузии мы никаких контактов не имеем, ни юридических, ни прямых. Наше мнение, понимание, что это для наших жителей можно пойти, кому позволено пересекать границу, принести тот или иной товар в объеме по наименьшей цене для выгоды наших людей, для выгоды экономики. Таможни, работали службы, и тот товар, который перемещается, так ли или сяк ли, 50-килограммовые грузы или больше, чтобы он подвергался таможенному оформлению. Все остальное уже будет обсуждаться. Согласно распоряжению, в список разрешенных товаров вошли саженцы многолетних и однолетних культур, семена и посадочный материал сельхозкультур, живая домашняя птица, корма для сельхозживотных, сельскохозяйственная техника, оборудование по производству и переработке сельхозпродукции, автомобильный транспорт, автозапчасти, моторные и прочные смазочные масла для транспортных средств. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Раму Камкия, Абхазское телевидение.
Двое сотрудников органов прокуратуры Абхазии освобождены от службы в связи с несоответствием занимаемым должностям. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Решение было принято по результатам очередной аттестации, во время которой выявлялись знания законодательства Абхазии, а также задавались вопросы о проделанной работе за определенный период. Муса Шанибов – это имя на Кавказе знает каждый. Выдающийся политический лидер, стоял у истоков создания Конфедерации народов Кавказа. Сыграл колоссальную роль в самые тяжелые для нашей страны годы. Поднимал дух народа и был сильнейшим оратором. На юридическом факультете АГУ состоялось открытие аудитории его имени. Все подробности у Алики Трапш. Имя видного ученого, общественного и государственного деятеля Мусы Шанибова хорошо известно на всем Кавказе и за его пределами. С первых дней начала вооруженной агрессии Грузии против Абхазии Шанибов выступил с открытым призывом оказать всемирную поддержку нашей республике, за что подвергался арестам и политическим преследованиям. Но Муса Магомедович до конца был верен своим принципам. Особую роль он сыграл в Отечественной войне народа Абхазии. Будучи президентом Конфедерации горских народов Кавказа, Шанибов по мере возможности прорывал информационную блокаду вокруг Абхазии. Абхазский народ должен знать, что сейчас для народов Кавказа нет важнее проблемы, чем победить здесь, нам, в Абхазии. Абхазский народ должен знать, что волей Всевышнего на плечи этого народа выпало не только защитить себя, проблему собственной защиты, но и защиты интересов всего Кавказа. И поэтому лучшие дети, лучшие сыновья Кавказа находятся здесь. Мы Абхазию должны сделать Швейцарией Кавказской. Самое великое чудо, которое мы совершили, это то, что мы не опоздали. По его призыву организовалось добровольческое движение. На помощь сражающейся за свободу Абхазии устремились сотни добровольцев из Кабарды, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Осетии и других республик, краев и областей. По инициативе Мусы Шанибова в Гудауте был создан штаб Конфедерации народов Кавказа. Конфедерация горских народов, которая внесла большой-большой вклад. И это было благодаря личности Юрия Шанибова, потому что это был очень яркий человек на самом деле. Оратор прекрасный. То, что очень важно, конечно, для политического деятеля, особенно в то время, когда такие революционные события происходят. Ведь вся деятельность заключалась наша в том, что мы ездили по республикам Северного Кавказа или в Абхазии и устраивали какие-то встречи, митинги, людей собирали. Надо было сперва людям объяснить, чего мы хотим. А потом за эту идею они через горы Кавказские пришли воевать сюда, отстаивать эту идею. После окончания Отечественной войны народа Абхазии по инициативе Мусы Шанибова кафедра политологии АГУ становится кафедрой политологии и социологии. Муса Шанибов является автором 50 научных работ, 11 монографий и множества научных публикаций. Последняя его книга «Хомоцентрическая социология инновационного социально-политического действия». Ученый долгие годы совмещал преподавательскую деятельность в Кабардино-Балкарском госуниверситете и АГУ. Я в первые же дни с ним имел разговор и сказал: Юрий Магомедович, когда закончится война, вы пойдете в наш университет? Он говорит: обязательно. И я, говорит, я помню, он же оратор какой был. Я помню, он сказал: я человек слова. И он свое слово сдержал. Он стал заведовать кафедрой политологии и социологии. Писать труды по политологии и социологии для студентов Абхазского университета и Кабардино-Балкарского университета. Муса Шанибов был большим и преданным другом абхазского народа, истинным патриотом и гражданином. Его имя олицетворяет светлые идеалы свободы, добродетели и справедливости. Открытие аудитории АГУ с именем героя Абхазии Мусы Шанибова – это увековечение его светлой памяти. Он выдающийся именно как общественный деятель. И он себя в полной мере раскрыл именно в конфедерации. Он раскрыл себя вот именно в Абхазии, в наших событиях. На самом деле это был ярчайший человек, замечательный человек, который воспринимал Абхазию как родину. И то, что мы сегодня делаем, это наша благодарность его памяти, наше уважение его памяти, памяти всех ушедших добровольцев. Это благодарность всем живым добровольцам и вот этим народам, которые не стояли на фронте, но
помогали Абхазии как могли. Была такая история, женщина с инсультом, лежачая больная, да, она свою пенсию перечислила в фонд помощи Абхазии. Это тоже о многом говорит. Это было в Кабарде. Поэтому спасибо большое. Я думаю, что его имя останется с нами надолго, навечно. Ученый, социолог, общественный и политический деятель, первый президент Конфедерации народов Кавказа, герой Абхазии Муса Шанибов ушел из жизни в 83 года. Он навсегда остался в памяти абхазского народа героем и человеком с большой буквы. Алька Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Академии наук Абхазии продолжаются лекции видных ученых и научных деятелей для аспирантов. Очередная встреча была посвящена лидеру советской Абхазии Нестору Лакоба и судьбе его супруги Сарии. Лекцию провел историк, филолог, литератор, общественный и политический деятель Станислав Лакоба. Репортаж Шазина Ханагуа. Познавательно и интересно прошла лекция историка, филолога, литератора, общественного и политического деятеля Станислава Лакоба. В начале выступления он отметил, что в этом году исполняется 130 лет со дня рождения видных государственных деятелей Абхазии Нестора Лакоба и Ефрема Эшба. Ученый представил аспирантам небольшое издание «Нестор. Альманах историка мемориального музея Нестора Лакоба», в котором публикуются историко-публицистические материалы по абхазской тематике, в основном 20-30-х годов прошлого века. Он подчеркнул, что много фактов того периода находятся в противоречии с тем, что происходило на самом деле. И в этой книге есть сведения, ранее не освещенные. Вот Берия был не причастен к репрессиям, что наоборот сократилось число осужденных, проводил либеральную политику. Но есть какие-то вещи неопровержимые, потому что, будучи первым секретарем ЦК, именно под его началом проводились репрессии именно здесь. Я имею в виду в Грузии, в Закавказье, в Абхазии. Но достаточно вспомнить, например, такой момент, что еще до гибели Нестора Лакоба лидер Армении Агаси Ханджан, он был у него на приеме, и во время разговора они зацепились по факту того, что Агаси Ханджан так, естественно, сказал, ну, Тифлис же это армянский город. В основном армянское население было очень долго. Вот. И произошел между ними скандал, стычка прямо там в кабинете. И то ли Берия, то ли люди Берии его застрелили прямо в кабинете у Берии. Потом его завернули в ковер, то есть это есть свидетельство об этом. Увезли в гостиницу, где он находился, и объявили, что он покончил жизнь самоубийством. Вот почему я говорю об этом, потому что вот в декабре 1936 года, когда с Нестором это все произошло примерно то же самое. Вот. Почему? Потому что Берия показал ему планы Абхаз переселен строя, переселение из районов Западной Грузии в Абхазию. И Нестор сказал, что это не будет только через мой труп, и между ними произошел скандал очень сильный. Говорят даже то, в общем, что Нестор ему нанес оскорбление физическое. Даже так. Станислав Лакоба рассказал аспирантам и о сведениях по задержанию Сарии Лакоба. В 1989 году, будучи депутатом Верховного Совета СССР, Владислав Арзенба получил доступ к архивным материалам в Москве по делу Сарии. Эти данные нашли подтверждение в Тбилисском архиве. На основе выписок и некоторых копий документов складывается четкая картина нечеловеческих пыток и истязаний, которые стойко и с достоинством переносила жена Нестора Лакоба. Из этих дел становятся известными многие подробности. Так, постановление об избрании меры пресечения Сарии Лакоба было объявлено лишь 29 августа 1937 года, а первый допрос произведен только спустя 3 месяца после ареста. А в 1937 году вот эти жесточайшие допросы, они производились 14 раз. Но представьте себе, если через 3 месяца, то есть в августе 1937 года она была арестована, и только через 3 месяца, это где-то в октябре, да, значит, в течение нескольких месяцев 14 раз. Причем допросы по несколько суток. Допросы такие, с пристрастием, с применением различных мер воздействия, физического, морального характера.
Установлено, что Сария Лакоба умерла 16 мая 1939 года не от туберкулеза легких, как указано в справке, приобщенной к личному делу, а от телесных повреждений, полученных во время пыток. На последнем допросе от 2 февраля 1939 года отказалась от всех обвинений и не подтвердила их. Вот один из ее ответов в пыточной. Это 1939 год. Это документ не когда-то был создан, а именно того времени. Нет, не подтверждаю. Указанных лиц я называла не как участников контрреволюционной организации, а просто как лиц, которые были мне известны. Что они приходили домой к моему мужу, были ли они члены контрреволюционной организации или нет, мне неизвестно. В конце протокола от 2 февраля 1939 года есть запись. Следствие дополнить ничем не желаю и прошу ускорить разбор моего дела и снять обвинение по статье 58/8, иначе я объявлю смертельную голодовку. Но вот фактически спустя несколько месяцев, 16 мая 1939 года, она скончалась в Артачальской тюремной больнице в Тбилиси. Аспирант Эсма Пачули отметила, что лекция была информативной и что многие факты стали известны ей впервые. Думаю, что на сегодняшний день нету такого человека, который бы не знал ничего про Сарию и Нестора Лакоба. Тот же самый опрос, то есть по некоторым документам, как он говорил, мы знали, что Сария Лакоба умерла в 1938 году, да? То есть очень много людей, которые говорят об этом, но, как мы видим, оказывается, это было не так. Такого рода лекции имеют очень большое значение, потому что, как мы знаем, аспирант работает только по своей специальности, а лекции проходят на разных уровнях, то есть они приглашают разных преподавателей, научных деятелей, и это очень интересно. Лекции видных научных деятелей для аспирантов проходят в Академии наук раз в неделю. В планах проведения лекций с привлечением ученых из-за пределов Абхазии. Шазина Ханагуа, Валера Кокускир, Абхазское телевидение. С 14 апреля в Министерстве экономики начинается прием заявок на участие в государственной программе «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия» на 2022-2025 годы. Программой предусматривается оказание государственной поддержки инвестиционных проектов на территории республики. По вопросам участия в программе обращаться в Министерство экономики. А с 18 апреля по 23 мая будут принимать заявки на участие в этом году в целевой программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства». По вопросам участия обращаться в Государственное инвестиционное агентство. Глава администрации Сухума Беслан Эшба встретился с делегацией мэрии Москвы во главе с заместителем руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Игорем Ткачем. Делегация правительства Москвы приехала в Абхазию для участия в фестивале русской культуры и русского языка. Стороны обсудили вопросы взаимодействия между столицами Абхазии и России, а также пункты меморандума о сотрудничестве между Сухумом и Москвой, который планируется подписать в ближайшее время. Глава Сухума Беслан Эшба отметил, что важно отразить в документе сотрудничество в области экономики с учетом складывающейся в мире ситуации и новыми возможностями столицы Абхазии. Фестиваль русской культуры начал свою работу в Сухуме 13 апреля. Он проходит при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. В первый день фестиваля в Доме Москвы состоялась книжная выставка, которую открыла дефиле русского костюма. Коллекцию представил известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин. Затем прошла творческая встреча с Юрием Поляковым, советским русским писателем, поэтом-драматургом, киносценаристом и общественным деятелем. Также встреча с кандидатом медицинских наук, кардиологом Екатериной Звалинской. В рамках фестиваля запланированы круглый стол, механизмы взаимодействия Москвы с российскими соотечественниками, мастер-классы и творческие вечера российской писательницы Анны Гончаровой. Проблема бродячих животных в Абхазии стоит довольно остро. Чаще всего на улице оказываются домашние животные – собаки и кошки. Некоторым хозяевам становятся не нужны их питомцы, ведь они болеют, стареют и становятся обузой. В республике функционируют 2 собачьих приюта. Однако это не решает проблемы, так как питомники не могут принять всех животных, оказавшихся без присмотра. Как решается проблема бездомных животных и какой выход из ситуации видят зоозащитники? Сразу после новостей смотрите специальный репортаж Алики Трапш. И в завершении выпуска информация о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 14 апреля на территории Абхазии ожидается переменная облачность. С ночи и до полудня возможен дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 10-15. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.